Доброе утро, дорогие телезрители. Это «Утро Якутии» на каналах Якутия-24 и НВК Саха. И это утро сегодня встретим с вами мы, Полина Долинская и Руслан Ачиров. На календаре 2 июня. Из наших рубрик мы сегодня узнаем, как правильно подготовиться к сдаче анализов, как бороться с пылью в городе Якутске, выслушаем мнение горожан о проблемах, а также побеседуем с гостем о благоустройстве нашего города. Также узнаем у московских коллег, кто из якутян участвует в конкурсе молодых дизайнеров реалити в моде. Также увидим в Нью-Йорке тематический магазин Гарри Поттера. Ну а сегодня у нас Всемирный день бега, поэтому со вторым гостем мы познакомимся, во-первых, а во-вторых, узнаем, как он решил кардинально изменить свою жизнь после 30 лет жизни. И также с нами в прямом эфире по прямой связи выйдет наша коллега Катерина Винокурова с одной из площадей нашего города, где проходят утренние зарядки. Ну и хотелось бы напомнить, что мы работаем в прямом эфире. Друзья, всегда можете держать с нами связь через номер WhatsApp 8 914 273 44 88. Делитесь своими планами на эти выходные, рассказывайте о своих последних новостях, ну а также поздравляйте родных и близких с важными для них датами. Ну, я думаю, мы по традиции начнем наш выпуск с прогноза погоды. По данным Якутского гидрометеоцентра, прогноз погоды на 6 часов утра в центральных районах составил 7-13 градусов тепла. В заречной группе от 8 до 13 со знаком плюс. В южных теплее сегодня в Алдане 8 градусов со знаком плюс, в Нерюнгре плюс 7. В Нижнеленских плюс 11, в западных 10-12 градусов тепла. В Колымо-Дигирской группе улусов от 7 до 14 градусов выше 0. В Янских от 9 до 14, на северо-западе холоднее сегодня в Тиксе плюс 1 и плюс 12 в Оленьке. В городе Якутске температура воздуха на 6 часов утра составила 10 градусов выше 0. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный, дуется со скоростью 1 метр в секунду. Сегодня днем без осадков, ветер северо-западный с порывами от 4 до 9 метров. Температура воздуха днем 23-25 градусов жары. Второй день лета несет очень хорошую летнюю погоду. Ну а какие новости к этой минуте произошли в России, в мире, в республике, давайте посмотрим в нашем выпуске новостей. Коллеги, доброе утро, уважаемые телезрители. Это новости к этому часу, в студии Влад Давыдов. 12 детских лагерей Якутии вошли в программу туристического кэшбэка. Это лагеря «Сосновый Бор», «Бинго», «Кескиль», «Родничок», «Каландрашвили», «Спутник», «Чапдик», «Радуга», «Берег Дружбы» – это в Алданском районе, «Алмаз» в Ленском улусе, «Мандар-Кагата» в Татинском районе и «Усадьба Булус» в Хангаласском районе. Размер возмещения на карту МИР может составить до 50% стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей. Со списком лагерей, участвующих в этой программе, можно ознакомиться на портале мирпутешествий.рф в разделе «Детские лагеря». Бот-ассистент под названием «Навигатор абитуриента-2021» запустили в мессенджере Telegram для якутских выпускников школ, которые собираются продолжить обучение в университетах и колледжах республики. Бот поможет с выбором учебного заведения и расскажет о работе приемных комиссий. В базе ассистента содержится информация обо всех учебных заведениях республики. Также якутяне смогут узнать всю важную необходимую информацию. Это расписание ЕГЭ, информация о приемных комиссиях всех вузов и СУЗов. В Алданском районе закрылись на ремонт первые детские сады. В июле, согласно графику, фронт работ переместится в следующие садики. В дошкольных учреждениях района запланированы косметические работы. Капитальных ремонтов пока не предвидится. В некоторых садиках наряду с побелкой и покраской заменят двери и сантехнику. Ремонт проводят в основном силами сотрудников. Ну, конечно, как всегда, у нас есть небольшая проблема с устройством временных детей, потому что, как вы знаете, я родителям всем объясняю, у нас нет запасного детского сада, в который мы можем принять детей на период ремонта. Очень в условиях пандемии очень мало родителей куда-то уезжают, поэтому работающих в детских садах очень много деток, и они берут совершенно небольшое количество детей. И, конечно, основным критерием на устройство временное это является занятость обоих родителей.
Вот. Ну, небольшая проблема существует, но я думаю, как каждый год мы справимся. Жители Амги куст рододендрона называют амгинской сакурой, так как куст внешне напоминает знаменитый цветок японской сакуры. В это время года растение становится местной достопримечательностью. Люди туда ездят фотографироваться. Цветение этого красивого куста приходится на конец мая, но зависит от погодных условий. Сам куст растения цветет лишь около 10 дней. Экологи Амгинского района призывают население бережно относиться к столь красивому редкому растению и не рекомендуют пересаживать к себе домой, так как куст очень уязвимый и не растет в домашних условиях. Рододендрон любит каменистую высокую местность, поэтому растет в сопках и возвышенностях. 18 видов рододендронов у нас в республике. Цветки вырастают примерно 2 сантиметров. Это кустарник, ядовитое растение. Размножение можно сделать стратификацию, собрать семена и тоже посадить с помощью стратификации. Всходы выходят в течение 20-25 дней. Можно так посадить. Таковы новости к этому часу. Удачного вам дня. Оставайтесь с нами. Ну а теперь пришло время утренней зарядки. Кстати, многие отмечают, что преимущество групповых занятий в том, что, во-первых, сохраняется мотивация, а также можно завести полезные знакомства людей, своего клуба по интересам. Действительно, и сейчас у нас на прямой связи наш корреспондент Катерина Винокурова, которая решила присоединиться к спортсменам и сделать утреннюю зарядку. Катерина, доброе утро! Доброе утро, республика. Доброе утро, Полина, Руслан. Мы находимся на площади Дружбы народов. Напомню, что в городе Якутске продолжаются утренние оздоровительные зарядки. И сегодня мы находимся на занятии по суставной гимнастике с элементами ушу. Более подробно об этом направлении мы поговорим сегодня с общественным инструктором Валерием Ивановичем Готовцевым. Валерий Иванович, доброе утро. Доброе утро. Немножко вас прервем. Суставная гимнастика с элементами ушу. Что она из себя представляет и для кого она больше подходит? Так, суставная гимнастика с элементами ушу представляет собой китайскую гимнастику. Мы делаем его с утра для всего населения города Якутска, для всех желающих. Есть очень многие, которые занимаются уже несколько лет, уже 3-й, 4-й сезон они тут занимаются. И они приходят с удовольствием. Вот сколько народу приходит на нашу площадку. Да, достаточно много, да? Ага. Валерий Иванович, есть ли такое эффективное упражнение из направления ушу, которое прям позволит нашим телезрителям проснуться, не вставая с кровати, можно сказать? Есть, конечно, очень много упражнений различных. Мы тут ее используем на нашей площадке. Мы тут можем кричать, вот так. Обычно мы на видеороликах иногда наблюдаем, как китайские ушиисты занимаются. Они с криками, это, оказывается, очень помогает для здоровья. И одновременно это и дыхательные упражнения. Это как раз во время пандемии для наших этих, кто занимается зарядкой, очень полезно. И вообще эта суставная гимнастика очень полезна для здоровья. Целый день вы находитесь в бодром, добром состоянии, и все со здоровьем нормально. Валерий Иванович, мы заметили, что у вас прям такая, можно сказать, военная настройка. Люди приветствуются в строй, смирно, как говорится. Это обязательная традиция? Тут занимаемся обязательно для большого, если группа людей, нужно организоваться. И для того, чтобы организоваться, опять же, нужно строевая выправка и так далее. Помогает. И это очень здорово помогает. И люди с удовольствием приходят. Я смотрю, я тут сильно не рекламируюсь, но, по-моему, друга слышать, им это нравится. И смотрите, сколько народу с утра приходит к нам заряжаться суставной гимнастикой.
Спасибо, Валерий Иванович. Но мы заметили, что большинство спортсменов – это женщины, но тем не менее мы нашли здесь и мужчин. И как раз-таки с одним из них мы рады пообщаться. Здравствуйте, доброе утро. Как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Николай Александров. Николай, расскажите, как давно вы занимаетесь здесь? Я только второй день. Так, что вас привлекло? Ну, проходил мимо, смотрю, люди занимаются, заинтересовался, подходил и понравился. И вот второй день занимаюсь. Хорошо, что есть такие мероприятия утренние, что жителям города Якутска, что люди могут с утра заниматься физкультурой. Это особенно хорошо для пожилых людей, которые опоры, двигательные свои развивать, поддерживать. А вообще вы спортом занимаетесь? Я спортом нет, к сожалению. Ну, никогда не поздно, как говорится, да? Да. Ну, активная жизнь – это хорошо, когда человек занимается активной жизнью, это дает радость и жизненный стимул. Спасибо, Николай, здоровья вам, молодец. Нынче всех поздравляю, нынче год здоровья, да. Поэтому всех, чтобы поддержали свое здоровье. Да, согласна. Что ж, уважаемые телезрители, занимайтесь спортом, хорошего вам настроения и, конечно же, будьте здоровы. Студия, вам слово. Спасибо, Катерина. Большое спасибо, Екатерина. Да. Кстати, это, по-моему, замечательная идея, когда мужчина не смог пройти мимо и увидел такое большое количество женщин, еще и спортсменок и красавиц. Ну, просто самое лучшее утро, наверное, для него. Я думаю, что он продолжит свои тренировки. Я думаю, что да, и горожане тоже присоединятся. Все будет больше и больше людей, которые занимаются утренней зарядкой, потому что утренняя зарядка в утренние часы положительно влияет на организм и выработку некоторого ряда гормонов, отвечающих за качество нашей жизни. Ну а как правильно сдавать анализы, как себя подготовить, будет рубрика полезна для всех, кто следит за своим здоровьем. Большинство анализов сдается натощак, то есть между последним приемом пищи и процедурой должно пройти не менее 8 часов. Чтобы сдать липидный профиль, это триглицериды и общий холестерин, необходимо выждать 10-12 часов голода. К этим анализам относятся биохимические показатели, серологические тесты, такие как ВИЧ, гепатиты, сифилис и гормоны щитовидной железы. Недопустимо курить перед обследованием, особенно это касается перед сдачей анализа крови на глюкозу. Нельзя сдавать кровь после рентгенологических обследований, компьютерной томографии, МРТ и физиотерапевтических процедур. Перед сдачей общего анализа крови допустим легкий завтрак, но кровь можно будет сдавать после завтрака через 2-3 часа. Допустимо почистить зубы или выпить воды перед обследованием. Многие гормоны подвержены суточным колебаниям, поэтому их нужно сдавать строго до 12. А вот ПЦР, генетические аутоиммунные тесты, аллергические пробы не требуют особой подготовки. Их можно сдавать в любое время суток. Перед сдачей крови не рекомендуется принимать какие-бы лекарственные препараты. И еще одно важное уточнение. В многих лабораториях применяют разную работу с кровью. Даже могут применяться разные показатели. Поэтому корректно сравнивать анализы только строго сданные в одной лаборатории в одно и то же время. Это касается пациентов, которые сдают очень часто анализы. Большинство анализов готовится в течение рабочего дня. Будьте здоровы! Но впервые за 50 лет якутяне смогут увидеть кольцеобразное затмение Солнца, которое произойдет 10 июня. Как сообщили в пресс-службе Московского планетария, максимальную фазу затмения смогут наблюдать в Якутии и на Чукотке. Затмение наступит в 19 часов 40 минут по якутскому времени. Во время затмения Солнце будет находиться в созвездии Тельца. Сегодня также, да, день бега.
Да, а еще я, кстати, узнала, что касается именно затмения Солнца. Между прочим, затмение, новолуние, полнолуние негативно влияют на растения и на то, как они произрастают. Кстати, между прочим, кроме Дня бега, сегодня еще день замечательного, прекрасного фрукта – День ананаса. Ну, а другие события, связанные с сегодняшним днем, мы узнаем в нашей постоянной рубрике. 2 июня – Всемирный день бега, а в России – День здорового питания и отказа от излишеств в еде. Это альтернативный русский ответ американскому дню обжорства – национальному дню, когда можно есть то, что хочется. Сегодня стартует Петербургский международный экономический форум. Событие продлится до 5 июня. По народному календарю, если 2 июня льет дождь, то июнь будет засушливый. Кроме того, дождь сегодня говорит о том, что в декабре начнутся снегопады. 2 июня 1905 года президент США Рузвельт согласился стать посредником на переговорах о заключении мира в русско-японской войне. 2 июня 1946 года на референдуме в Италии принято решение об упразднении монархии. В этот же день, в 1953 году, в Вестминстерском аббатстве состоялась коронация английской королевы Елизаветы II. 2 июня 1955 года – день рождения космодрома Байконур. С него был запущенный первый в истории искусственный спутник Земли в 1957 году и первый космический корабль с человеком на борту в 1961. 2 июня 1740 года родился Маркиз де Сад, французский писатель, аристократ и философ. 2 июня 1743 года родился Александро Калиостро, итальянский мистик и авантюрист. В этот же день в 1919 году родился Юрий Тимошенко, советский эстрадный артист и киноактер, известный как Тарапунька, народный артист Украины. В 1937 году 2 июня родилась Юнна Морец, советская и российская поэтесса-переводчица. Именины в этот день празднуют Александр, Алексей, Владимир, Иван, Никита и Тимофей. Ну, особенно в летний период город Якутск достаточно пыльный город. Вот, Полина, как думаешь, какие есть основные правила, не знаю, в одежде и вообще в передвижении по городу? Мне кажется, немножко в нашем городе даже тяжело следовать моде. Вот это вот белые кроссовки, на которых вся эта пыль видна. Опять же, мне кажется, страдают в первую очередь люди с респираторными заболеваниями и заболеваниями дыхательных путей. Им приходится находиться в маске. Ну, а что думают по этому поводу жители нашего города, мы узнаем из следующего опроса. Город Якутск – пыльный город? Ну да, считаю, что тут много грязи бывает, но под лето его почищают и становится очень красиво. Я считаю, что очень пыльный, потому что если сравнивать с другими городами России, где вот я вот бываю, да, там как бы такого нет. Ну, сам географически, наверное, все-таки город в таком вот не очень удачном положении, и вечная мерзлота сказывается. Да, очень. Из-за чего это зависит? Как вы считаете, причина в чем? Ну, потому что дороги плохие, наверное. Очень пыльный. Хотелось бы, чтобы был. Я очень люблю свой Якутск, но хотелось бы, чтобы он был почище. Ну, как вы считаете, причина в чем? Наверное, и в нас тоже, в жителях. Потому что сорим, потому что не убираем, потому что сами не следим. Причина в чем, как вы считаете? Ну, в песке. Его не вывозят. А еще зимой дороги засыпают песком, чтобы скользко не было. И все, и не убирают. Самое первое место по пыли, наверное. Как с этим бороться? Мыть и асфальтировать, скорее всего, надо во дворах. Очень много песка. В городе Якутске два состояния чистоты. Грязь замерзла и грязь высохла. Ну, центр чистый, а во дворах нет. Пыльные, конечно, машины тоже только помоют, смотришь, опять пыльные. Да нет, чисто, нормально. Вас все устраивает? Да, довольно чистый. В России везде вот так вот практически. Очень пыльный город, потому что только почистишь, и выходишь, уже все серое, все серое, черное, грязное. Как мы уже убедились, проблема имеет место быть. И не секрет, что наш город находится в пыли, особенно в летнее время. Но на страже всегда стоит пылеуборочная техника, стоит на вооружении коммунальных служб. И как раз наш корреспондент Дмитрий Аргунов ознакомился, кто же заботится о чистоте наших дорог.
Действительно, сейчас будет достаточно такой мужской обзор техники. Делается акцент на работе коммунальщиков и пылеуборочной машине «Сканди», которые выходят на улицы нашего города. Но, кстати, их количество 6 штук, и коммунальщики говорят, что этого, скорее всего, недостаточно для того, чтобы бороться с пылью на дорогах города Якутска. Потому что у нас есть такие особенности, как, например, открытый грунт. В общем, все подробности давайте посмотрим в нашем сюжете. Дорогие друзья, когда мы говорим «город без пыли», мы, конечно же, в первую очередь имеем в виду обслуживающие уличные покрытия техника компании «Якутдорстрой». Устройство прицепное, управление и прочее через кабину осуществляется, через вот эти вот блоки идет управление. Щетка опускается в рабочем положении и начинает подметать пыль, которая попадает в эти вот отбойные, скажем так, листы, которые затем формируются в узкую полосу при помощи вот той вот резиновой полосы. И если вот видите, там сужающиеся тоже полоски резины, которые формируют достаточно узкую полосу накопленной пыли. Основной вал, основная щетка, которая и производит подъем песка, пыли, ила, всего вот этой бяки с наших дорог посредством вот того транспортера с такими поперечными полосами. Это называется бункер, и бункер, там есть транспортер, который попадает, уже непосредственно наверх, на самосвал. Вот корпус транспортера, и дальше есть второе плечо, которое непосредственно нависает над самосвалом, и пыль попадает туда. 3-литровый дизель, он какого производства? Не СААП? Американец. Американский дизель. Вот так вот дизель запускается, довольно шумно. В принципе, водитель один тогда справляется, да? Один справляется. Нету тут никакого отдельного оператора и так далее. Водитель просто едет потихонечку и, значит, собирает дорожную пыль. Вот форсунка, которая распыляет воду, и она попадает вот на... Еще раз говорю, это для того, чтобы поменьше клубов пыли было. Еще один образец техники, который мы редко видим, потому что он выходит в основном на площади и так далее ночью. Но те, которые проезжают в ночное время, они могут видеть вот этот пылесос конкретно производства компании Джонстон. Но здесь, если после формирования полоски пыли, если там подается щетка механически в бункер, да, то здесь пыль, она всасывается вот этими раструбами, да, и попадает в накопительный прямо бак. И малыш Джонсон на 1 куб, который тоже для площадей и так далее, он еще более маневренный, потому что он не превышает размером фактически джип, да. Он обрабатывает бордюры, памятники, то есть те поверхности, где требуется очень большая маневренность. Керхер на базе КАМАЗа, да. Если не верите, вот прямо стоит высокого давления устройство, шланги все, прицепляется спереди щетка, и получается вот прибордюрные такие вот на портовской трассе и так далее иногда моют керхером. Спасибо Александру за то, что досконально рассказал все принципы работы вот этих вот очень интересных, очень дорогостоящих, очень нужных на самом деле устройств. Спасибо. И прямо сейчас к нам присоединился гость нашей студии, с которым мы и обсудим нашу насущную проблему пыли в городе. Аял Егинов, руководитель МКУ службы эксплуатации городского хозяйства. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Аял Анатольевич, давайте, наверное, первый вопрос будет, откуда берется пыль в нашем городе? Если очень кратко подойти, да, то у нас в прошлом году Институт мерзлотовения, наш Институт мерзлотовения разработал очень интересную работу, полезную, да, научно-технический отчет по заказу Синет Групп, это Арсен Томский. И вот они определили 2 причины основные, да, это естественные и техногенные. Вот если говорить про естественные причины происхождения пыли, то это у нас первое, это у нас вообще в целом повышение температуры, начиная с 60-х годов у нас повышается температура. Второе, это у нас засушливый климат, как вы знаете, да, у нас испаряемость превышает осадки примерно от 2 до 4 раз. То есть это получается идет у нас эрозия почв, высокая засоленность, да, снижение вот этих подземных вод, уровня подземных вод.
Третье, получается, это у нас процесс криогенного выветривания. То есть, когда у нас, получается, влага попадает в наш грунт, он, получается, несколько раз испаряется и, получается, замерзает, тает, и во время этого процесса он измельчает тот грунт. И, соответственно, вот поверхностный грунт, он начинает, как говорится, вот, все мельче и мельче. И четвертая причина, естественно, это получается у нас песчано-глинистый состав именно вот грунта, который вот у нас исходный наш грунт. Он сам по себе, он очень мелкодисперсный, вот этот грунт наш, да, вообще в центральной Якутии. Это вот первая, это естественная причина. Вторая, вот техногенная причина, это у нас получается, ну, вы видите, это у нас относительно низкий уровень благоустройства города Якутска. У нас порядка 60% улиц города Якутска асфальтированы. У нас очень много грунтовых дорог и все вот эти дорог, да, и вся техника, которая выезжает на асфальт, нас с собой естественным образом на своих протекторах, да, она заносит грунт, и все это, конечно, к пыли приводит, да. Еще также причина техногенного фактора, это у нас высокая автомобилизация населения. У нас получается, по данным 2018 года, 120 тысяч машин по городу Якутску было. То есть у каждого третьего жителя города, по сути, есть машина, получается. Раз, да? два, три. Да. У кого-то из нас есть машина. У Руслана, я считаю, точно знаю. У меня две. Да, ну и также вот получается, ну, озеленение также, да, это получается один из таких факторов, да, который способствует увеличению количества пыли, да, вот техногенный, можно сказать. Ну, получается также и отвод вод, талых ливневых вод, это тоже также является причиной в пыли. Ну и еще отсыпка песком, которую мы делаем. Вы знаете, мы в год порядка 40 тысяч кубометров песка распыляем на улицах города Якутска. Ну, это в рамках противогололедных мероприятий. И, соответственно, мы их потом уже по весне начинаем убирать. Вы знаете, да? Ну, вот только что вот Дмитрий показал, с помощью какой техники он убирает этот песок. Да. Наш город Якутск по сравнению с другими городами России, он не настолько еще озеленен. И вот мы знаем, что, кстати, мэрия будет обсуждать стратегию озеленения города. Что планируется обсудить, какие меры будут приниматься? Да, у нас по поручению главы города Якутска Евгения Николаевича Григорьева нами проводится такая работа. В настоящее время у нас уже разработан проект стратегии, где мы вот комплексно будем подходить к этому вопросу. Да. Ну, вы знаете, раньше у нас была такая структура Зеленстрой при окружной администрации. Да. Ну, это еще в 2000-х годах, к сожалению, она была упразднена. Был подход научный именно к озеленению города Якутска. Это не так, как говорится, взял просто, посадил и забыл. Да? Вот это, получается, нужно наблюдать. Как я сказал, у нас грунты очень засоленные. Они, на самом деле, не всякая культура, да, она у нас приживается. Да? И вы сами можете это заметить. У нас порядка вот выживаемость порядка вот 60%. То есть кустарники у нас сажаются, да, и только примерно 60% выживает в среднем. Да? Ну, в центре у нас очень плохие грунты, скажем так. Поэтому в рамках строительства необходимо завозить грунты, да, чернозем, чтобы вот это все, как говорится, было посажено. А так, если говорить про текущую ситуацию, то сейчас мы этим летом структура окружной администрации посадит порядка 100 тысяч цветов по нашим скверам, площадям, всем нашим основным, да, порядка 1300 кустарников и деревьев мы посадим. Помимо этого у нас идет большая работа с другими организациями. Вот позавчера вот Сбербанк на площади Победы 180 деревьев посадил, да. На прошлой неделе у нас была акция «Большая сад памяти». Это в парке Победы, вы знаете, у нас порядка 500 деревьев мы посадили. Ну, общественные организации города Якутска и министерство посадили, да. Ну, вот такая работа проводится. Ну, конечно, сейчас все это мы будем уже вот подходить именно стратегически, да. Стоит вопрос о создании отдельной структуры, возрождения отдельной структуры, да, которая будет уже научным образом подходить к озеленению города Якутска. А вот что насчет архитектурной структуры города? Будет ли учитываться озеленение с учетом архитектуры? Безусловно, безусловно. Вот у нас, вы знаете, сейчас идет большой проект, да, серьезный, это капитальный ремонт проспекта Ленина. В рамках вот этой большой капитальной работы, да, нашими архитекторами определен, как говорится, облик, дизайн города, да, и в рамках этой работы будут посажены соответствующего вида и кустарники, и озеленение. Ну, это как бы это работа совместная, скажем так, и, в принципе, это обязательность привлечения архитектора города. А помимо озеленения, как еще можно избавиться, либо хотя бы уменьшить вот уровень пыли и запыленности нашего города? Ну, как я сказал, это асфальтирование. Каждый год у нас вот примерно по 40 километров дорог асфальтируется. Это будет, безусловно, конечно, у нас действенным методом. Первое, да. Второе – это озеленение, да. Третье – это у нас, конечно, нужно высаживать побольше леса. У нас город примерно на 20% только
заселен, засажен лесными вот такими культурами, да, поэтому, конечно, это является причиной того, что у нас пыли много. Ну и, как я сказал, водоотведение, но это у нас тоже отдельное мероприятие, которое можно долго обсуждать, да, у нас какие работы сейчас ведутся, в принципе, схема водоотведения у нас делается, да, ну, в принципе, это большой комплексный подход, связанный с тем, чтобы по борьбе с пылью. То есть все наши основные мероприятия, они так или иначе борются с пылью. А вот работа проводится, допустим, везде одинаково, или вот каждый округ города принимает свои какие-то определенные решения по борьбе с пылью? Как-то учитываются, допустим, особенности округа? Ну, если вот так подходить, да, вот как я же вот сказал, да, что вот научная работа была проведена, очень хорошая, полезная. Вот по результатам работы было определено, что у нас автодорожные, октябрьские и промышленные округа, они наиболее загрязнены, да. Ну, вы сами понимаете, там у нас имеются большие промышленные объекты нашего города, да. Ну, конечно, везде, каждому округу подход будет индивидуальный, но в целом это все у нас будет все равно в комплексе учитываться. Потому что схема водоотведения, да, она разрабатывается нами. И все равно, как говорится, подход будет комплексный. И последний вопрос. Вот эта стратегия на какой период времени разрабатывается? Стратегия сейчас у нас она будет разработана на 5 лет, и в дальнейшем она будет пересматриваться. Все, большое вам спасибо. То есть мы еще как раз-таки посмотрим через 5 лет, какие результаты дадут именно вот эти работы. Ну, а мы двигаемся далее. Птенцы эму в Геленджике летом активно выходят на прогулку. Еще недавно они были красивыми изумрудного цвета яйцами, а уже вышли на прогулку. Страусята эмумята растут не по дням, а по часам. И скоро будут ростом со своих родителей. Они очень любопытны и неуклюжи. И вызывают массу положительных эмоций своей детской непосредственностью. Что очень милые, да, у нас получается страусята. Очень хорошие, интересные новости. Ну и самое время узнать, какие же новости произошли в стране, в мире, а также в нашей республике в следующем новостном выпуске. Доброе утро, коллеги, доброе утро, уважаемые телезрители. Это новости к этому часу. В студии работает Влад Давыдов. Ученые предлагают организовать всесезонную доставку грузов из районных центров в поселение на специальной вездеходной технике. Об этом шла речь на круглом столе «Транспорт и логистика Якутской Арктики. Стратегия 2021-35. Перспективы и инновации». Существуют серьезные проблемы в действующей транспортной системе. Это маловодье судоходных рек, как, например, в навигацию 2019 года, когда ограничивали по осадке движение судов на реках Лена, Витим и Яна. Ну или продолжительный ледостав на северных реках и обусловленное этим позднее открытие переправ автозимников и многие другие проблемы, которые были названы. Для решения этих проблем ученые предлагают сконцентрировать усилия научно-исследовательских и образовательных организаций региона на прикладных исследованиях вездеходной техники, способной обеспечивать всесезонную доставку грузов и людей от райцентров до отдаленных поселений и стойбищ. Решение о проведении ИСЭХа в районах примут исходя из эпидобстановки. Об этом в ходе передачи «Якутия вперед» сообщил глава республики Айсан Николаев. По его словам, на местах, где ИСЭХ пройдет в традиционном режиме, должны будут соблюдаться все необходимые ограничительные меры по коронавирусу. Это масочный режим, дезинфекция, термометрия, вакцинация участников культурной программы и обслуживающего персонала. Результаты по принятому решению о проведении, по словам Николаева, будут известны ближе к середине июня. Модернизированному танкеру ТО-1543 присвоили имя героя соцтруда, кавалера орденов Ленина и Трудового Красного Знамени Михаила Спиридонова. Торжественный митинг по этому случаю сегодня с участием представителей компании «Лорб», членов правительства республики, а также близких и родных героя прошел в Жатае. Уже сегодня модернизированный танкер с новым именем вышел в свой первый рейс. С экипажем, состоящим из 7 человек, он отправится на Вилюй и будет бороздить речные просторы до поздней осени.
Да, действительно, сегодня для нас очень большой праздник. Мы долго к этому шли, потому что имя Спиридонова Михаила Федоровича, мы еще было принято это решение на правительственной комиссии увековечить его в памяти, да, именно переименование теплохода, потому что герой социалистического труда, он именно это звание получил, работая в нашем предприятии, именно этот знаменитый рейс Осетрова-Колыма. То есть, действительно, это люди, чьи имена достойны носить наши суда, и люди, работающие на флоте, должны знать, чье имя носит это судно. Это должен быть их пример, это должна быть их цель, их достижение, чтобы стремиться, вот эта звезда-путеводитель для наших молодых курсантов, которые приходят на флот. В селе Бердигастах Горного Улуса открыли первый в сфере семейных развлечений контактный мини-зоопарк. Автором идеи выступила ученица 9 класса Улусной гимназии Яна Данилова. В мини-зоопарке на данный момент живут более 20 животных. Детям нравится не только смотреть на животных, но и трогать их, гладить, наблюдать вживую. Юная Яна полностью обеспечивает комфортные условия для обитания для всех своих животных. Все звери спокойны, здоровы, легко идут на контакт с людьми. Этой весной прошел конкурс «Бизнес-стартап». В этом бизнес-стартапе я заняла 3-е место и получила сертификат на посещение центра «Мой бизнес». После этого я участвовала в форуме общественного действия и развития. Там я получила денежные призы. В нашем зоопарке находится очень много животных, таких как жеребенок, свинья, гуси, утки. Также у нас есть контактные животные, как кролики, черепахи, хомячок и ежик. Таковы новости к этому часу. Оставайтесь с нами, будьте в курсе. Всем нам известна фраза «Кто хорошо работает, тот хорошо отдыхает». Аналитики выяснили, как происходит премирование сотрудников в российских компаниях. Эту и другую информацию расскажет Нургуяна Иванова в рубрике «Новости экономики». Каждый 4-й сотрудник российских компаний не понимает, как происходит премирование на работе. К такому выводу пришли аналитики проекта HR Lab, лаборатория HR-инноваций и платформы Академия здоровья по результатам онлайн-опроса 1200 сотрудников российских компаний. Так, 33% респондентов рассказали, что в компаниях, где они работают, существует прозрачная и понятная им система бонусов. А 28% вспомнили о том, что сотрудники могут повлиять на выплату бонусов коллегам благодаря системе выбора лучшего сотрудника. При этом 39% рассказали, что абсолютно не понимают, как происходит премирование и считают необходимым просить у начальства отметить их заслуги. Тем не менее, большинство участников опроса, это 56%, отметили, что выплаты бонусов в их компании напрямую связаны с результатами их работы и происходят регулярно – 1-2 раза в год. 37% получают 13-ю зарплату независимо от результатов. 7% опрошенных договариваются с руководством о выплате премий. Россиянам в среднем требуется около 9 лет, чтобы накопить на квартиру. При этом годом ранее этот срок составлял 8 лет, говорится в материале аналитического кредитного рейтингового агентства. Аналитики поясняют, что пандемия, оказавшая негативное влияние на доходы жителей России и рост цен на жилье на фоне введения программы льготной ипотеки под 6,5%, ударила по возможностям граждан купить собственную квартиру. Больше всего пострадали Кабардино-Балкарская республика, Чувашская республика и Республика Алтай, а также Ленинградская область и Ставропольский край, где срок накопления на условную квартиру вырос на 3 года и более. В Карачаево-Черкесии время накопления увеличилось практически на 10 лет. Россияне дают детям на карманные расходы в среднем 2000 рублей. При этом матери традиционно отдают на траты детям чуть больше, чем отцы, показало исследование банка «Русский стандарт». Как показывает статистика, с января по апрель 2021 года подросткам в среднем переводили 2066 рублей. При этом от матерей были более крупные суммы, чем от отцов – 2188 рублей против 1914 рублей. Лидируют переводы от матерей и по оборотам, и по общему количеству операций. При этом сами родители чаще всего тратили деньги на детское питание, мороженое и тетради.
Отдыхающих в Абхазии на пляже Старая Гагра чуть не сбили дельфины, которые очень близко приплыли к людям. Судя по видео, дельфинам даже нравится приближаться к людям на близкое расстояние. Дельфины с удовольствием продемонстрировали свои способности быстро плавать. Временами, как комментируют очевидцы, как будто специально создавали большие брызги. Отдыхающие успели заснять их внезапное появление на телефон. Никто из отдыхающих не пострадал. Такие шустрые дельфины. Я не знаю, что сделать, если вдруг неожиданно рядом со мной появился дельфин. Ну, все-таки дельфин не акула. Ну, а в нашей республике пока еще прохладно для того, чтобы открывать пляжный сезон. Но, тем не менее, мы можем видеть, как на улицах нашего города все больше и больше семей с детьми и просто компании с друзьями выходят на улицу для прогулок. Ну, о том, где чаще всего любят проводить время наши горожане, узнали наши коллеги. Либо парк, либо площадь Ленина. Водяна, вот там вот детская площадка. Ходим в парк и на площади. Площадь Ленина, парк. Площадь Орджоникидзе, ну и, конечно же, сквер для учителей. Там мы очень много времени проводим. Можно гулять на разных площадях. На площади Орджоникидзе, площадь Ленина, площадь Дружбы народов, Комсомольская площадь. Мне очень нравится старый город. Вот, допустим, один иногда я хожу, мне очень нравится в старом городе ходить. Но с детьми обычно ходили, конечно, в парк летом, особенно до пандемии. Очень хорошо. Ну и вообще город у нас, так сказать, много есть мест красивых достаточно в городе. Вдоль набережной очень хорошо, особенно в момент половодья. Когда ходишь, смотришь, зеленый луг затоплен водой, тоже очень красиво. Очень красиво, допустим, наблюдать за городом с горы Хатунуряхской сверху. Тоже очень, как говорится, Чучур-Мурана. Особенно вот в август вечером, вот, когда вот уже огни в городе загораются, башня горит. Так что очень хорошо. В Москве расцвела сирень. Увидеть ее можно в 3 больших садах города, например, на ВДНХ. Эти сорта были выведены во времена ВДНХ СССР известным селекционером Леонидом Колесниковым. На сегодняшний день в мире осталось не более 50 колесниковских сортов. В Москве она растет на территории Кремля, на Сиреневом бульваре, а также в Серенгарии ВДНХ. Очень красиво, да, и, по-моему, это самое лучшее место для вот этих вот летних фотосессий. Кстати, что я узнала, и даже глядя на нас с тобой, можно сделать вывод, что сиреневый – это цвет сезона. Ну а 1 000 000 рублей и всероссийская слава. Таков главный приз телевизионного конкурса молодых дизайнеров «Реалити в моде». Выпуски программы выходят на платформе YouTube. Одним из участников шоу стал якутянин, создатель бренда Reviews Петр Яковлев. Как проходили испытания и почему главный приз – это даже не деньги, узнаем у нашего собственного корреспондента в Москве Максима Кардозу. 10 молодых дизайнеров со всей России каждую неделю проходят испытания. На каждом этапе им в течение всего лишь нескольких часов нужно придумать и сшить уникальный наряд на заданную тематику. Во 2-м выпуске образ от Петра Яковлева стал лучшим. Винтаж классно, что ты взял 2000-е, и то, что ты смог сделать это за то же самое время, что и все остальные, это удивительно. И классно, что ты выбрал, видимо, неопрен, я так понимаю, да? Да. Он круто держал структуру, и это прям супер достойная работа. Во время конкурса многие участники сталкиваются с трудностями. Часто дизайнерам не хватает времени на воплощение своих идей. Есть такие, которые плакали, конечно, да, было такое тяжело, сложно. Многие не участвовали в подобных конкурсах, даже не то что подобных, а вообще в конкурсах дизайнеров, скажем, да, не подготовленные, скажем так. А так как я прошел очень много конкурсов, понятно, вот как действовать, что нужно делать правильно. И за счет моему опыту, скажем так, все дело происходило довольно быстро, и все удивлялись, как это, что это. Говорили о том, что типа под столом у меня какие-то партняшки сидят, допустим, помогают мне. Главный приз действительно внушительный. Это 1 000 000 рублей и возможность продавать свои коллекции в крупнейшем в Восточной Европе интернет-магазине одежды и аксессуаров. На самом деле это очень хороший приз, потому что попасть на такой крупный маркетплейс практически невозможно, особенно начинающим брендам.
Именно на этом маркетплейсе есть наши российские, буквально вот на пальцах можно сосчитать, и самые крупные, у которых есть огромное производство, большое количество продукции и так далее, да. Ну, это не говорит, скорее всего, о том, что стопроцентно попадет каждый бренд. Ну, скорее всего, будет лояльный подход, я так думаю. И, может быть, не прямо сейчас, да, а прям подготовиться к этому с осенней коллекции, зимней, возможно, даже с весенней следующего года. Шоу выходит на YouTube каждую среду, и до финала совсем немного. Остается пожелать Петру упорства и удачи. Максим Кардозу, Виктор Олесов, Москва. Мечта Поттерманов, по крайней мере американских, осуществилась. Ведь в скором времени они смогут посетить тематический магазин Гарри Поттера. Новый флагманский магазин открывается в Нью-Йорке, и взглянуть на него можно уже сейчас. Флагманский магазин, все товары в котором связаны с Гарри Поттером и фантастическими тварями, откроется в Нью-Йорке 3 июня. Компания Warner Bros. Назвала эту дату в пресс-релизе, опубликованном в апреле. Из-за пандемии поклонникам пришлось ждать этого события лишний год, но теперь наступил самый подходящий момент для начала работы, говорит вице-президент и генеральный управляющий Warner по розничному бизнесу Карл Дюран. Наша первоочередная забота – безопасность. Чтобы сделать этот магазин реальностью, мы выполняли все предписания Центра по контролю и предотвращению заболеваний. Поэтому строительный период немного затянулся, поскольку все работники должны были соблюдать дистанцию. Мы стремимся обеспечить полную безопасность для всех. Суммарная торговая площадь на 3 этажах 7000 квадратных метров. Магазин разделен на 1,5 десятка тематических зон. Отделы и коллекции включают книги, одежду, кухонную утварь, косметику, предметы коллекционирования, украшения, а также специальные магические товары, например, инвентарь для квиддича и волшебные палочки. Этот год выдался по-настоящему трудным в жизни многих людей. У нас над входом с 5-й авеню висит гигантский феникс Фоукс. Он символизирует возрождение из пламени. Дюран убежден, что недостатков в покупателях не будет. Как он говорит, настало время привнести немного волшебства в повседневную жизнь. Во время сюжета было сложно Полину оторвать от экрана. Она называла все вот эти волшебные палочки, каждое название знает. Ну, вообще, у меня появился еще один пунктик в моем чек-листе на эту жизнь. Я обязательно хочу посетить тот самый магазин. Ну, а волейболистки челябинского «Динамо Метар», открыв аккаунт в TikTok, проснулись знаменитыми. Всего за месяц они набрали 15,5 миллионов лайков, почти 567 тысяч подписчиков и кучу предложений от иностранных блогеров и музыкантов. Клуб очень рад популярности и называет это огромным успехом. Волейболистки клуба отмечают, что они очень удивлены вниманием подписчиков, особенно комментариям, где многие мамы, посмотрев видео, решили отдать своих дочерей в волейбол. Успех ТикТока со спортсменками, как отмечают эксперты, связан с тем, что в своих роликах спортсменки доступно и просто показывают приемы, а также обучают подачам. Сегодня отмечается Всемирный день бега. Это самое масштабное и массовое спортивное мероприятие, которое охватывает весь мир. Праздник берет свое начало в США в 2009 году. Инициативу быстро подхватили и другие страны, а с 2016 года праздник проходит по всему миру. Отпраздновать Всемирный день бега может каждый желающий. Для этого нужно просто выйти на пробежку в своем городе. Мне кажется, это очень символично, потому что совсем недавно прошел всероссийский марафон «Забег». И у нас сегодня в гостях Роман Савин, марафонец. Роман, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Вот расскажите, то есть пробежка утром, днем вы идете на работу, потом еще и пробежка вечером. Вас можно действительно назвать марафонцем, и вы довольно-таки уже в зрелом, сознательном возрасте начали заниматься бегом. Вот расскажите свою историю. Да, в бег я пошел в 2017 году, когда решил проверить сам себя и подготовиться к полумарафону. Начал ежедневные пробежки, 5 километров, готовился сам по себе, без тренера.
Вот, и в ходе подготовки понял, что бег мне нравится очень сильно, хотя до этого я ходил в тренажерный зал, занимался железом. Ну и в процессе подготовки уже полностью переключился в бег и стал с полумарафона на марафоны переходить и ультрамарафоны. А что такое ультрамарафоны? Ультрамарафон – это любая дистанция свыше 42 километров, да, то есть это может быть 55, 70, 100 километров, 200, там, 160, ну, такие различные дистанции. Вот пока больше 55 я не пробегал, но бегал уже 2 раза такую дистанцию. В некоторых интервью, Роман, вы отмечали, что вы еще также любитель паркрана. Что это такое, что это за термин? И расскажите о паркране. Паркран – это движение, да, субботних забегов, которое зародилось в Англии. Я являюсь членом команды ран-директоров, которые организуют данные забеги. Абсолютно бесплатные забеги для всех желающих в 9 утра, то есть одна и та же локация, наш парк культуры и отдыха. Насколько я знаю, вы даже и в зимний период времени бегаете. Да, это круглогодично, то есть, потому что установка идет от штаб-квартиры, да, там они бегают круглогодично. Она находится в Калифорнии, да? Нет, она находится в Англии. Паркран зародился в Англии. Вот, и наши бегуны, они не боятся морозов. Мы бегали самый минус был минус 54 или 53, что-то. Как раз это, по-моему, в феврале было. Я как раз подписана на вашу страничку в Инстаграм и все это видела. Поделитесь, пожалуйста, секретом. Где вы берете мотивацию? Как вы находите единомышленников с похожей мотивацией? Что вот вами движет? Ну вот, как раз-таки все находят мотивацию друг в друге, бегуны. Это, могу сказать точно, смотрят, например, других бегунов. То есть он пробежал 5 километров за 25 минут, я хочу так же. Да? То есть и начинают равняться на сильных. И вот как раз-таки вот эти дружеские забеги в паркране, они нам помогают. Да? Это комьюнити, все начинают общаться, становятся друзьями, вместе тренируются, участвуют в одних и тех же забегах и, соответственно, друг друга наделяют той самой необходимой мотивацией, чтобы становиться лучше каждый день. А есть какой-то совет, вот как заставить себя вот встать в 6 утра? Ну, я понимаю, я сам стою иногда в 4:30, когда заставить нужно, уже работать. Слово такое, что уже не хочется. Подняться и побежать. Вот есть какой-нибудь совет? Ну, просто нужно дать себе какой-то стимул, да, то есть если я встану в 5 утра, если я пробегу марафон, я вознагражу себя, ну, допустим, новой парой кроссовок. Ну, допустим, в моем случае это работает так. Роман, у тебя также 3 сыновей. Да. Как они относятся к бегу? Ну, конечно... Кто уже бежит по вашим стопам? Да. Они участвовали в некоторых забегах, но к бегу у них пока такое очень холодное отношение. Силой я их стараюсь не заставлять. Ну, беговая дорожка у нас дома стоит, я говорю, вот стоит, бегайте, пожалуйста. Опять же, до 30 у них есть еще время, да? Абсолютно верно. Роман, кстати, а в 30 лет, когда ты начал заниматься, вес, есть какой-то вот по весу вот, прогресс? Да, я весил 95 килограмм. То есть я когда увидел этот вес на весах, я решил, что надо с этим что-то делать. Ну, изначально я, получается, стал ходить в тренажерный зал, опустился там до 80, что ли, или до 75. И когда я уже пришел в бег, я скинул до 65 килограмм. Ну, то есть минус 30 килограмм разницы получилась. Ничего себе. Это очень замечательно. Вы знаете, вы прям просто можете сейчас в прямой эфир обратиться к горожанам, вообще ко всем нашим телезрителям и вот именно дать им ту самую необходимую мотивацию, тем более, что лето, самое время бегать на свежем воздухе. Вот с чего начинать и как себя настраивать? Самое главное, конечно, начать с советов, получить минимум информации в том же самом интернете или прийти в субботу на паркран, спросить у уже знающих людей. Потому что правильная экипировка, она минимизирует ваши травмы. Если не будет травм, вы полюбите бег гораздо быстрее, чем если вы будете с этими травмами входить, так сказать, в эту беговую движуху. Вот, поэтому не стесняйтесь, спрашивайте. Если стесняетесь, учите в интернете и выходите на пробежку. То есть это самый доступный спорт. Вам нужна шорты, майка и пара кроссовок. Все. И ближайшая аллея рядом с домом. Спасибо, Роман. Большое удачи спасибо. Вам и в спорте, во всем, да? И в ваших дальнейших достижениях, ну а также всем вашим единомышленникам. Ну что, друзья, вот и наступило лето. Самое время реализовать свои самые смелые идеи, планы и мечты.
Пусть лето вас мотивирует на свершение, ведь это самый энергичный и солнечный сезон. Мы с огромным удовольствием желаем вам доброе утро, конечно же, продуктивного рабочего дня. Ну и, конечно же, бодрого настроения на весь день. Начинайте день вместе с нами с программой «Утро Якутии» на телеканалах Якутия-24 и НВК Саха. И увидимся с вами завтра. До новых встреч!